Напомните, пожалуйста, как на осетинском приветствие? Дабон хоржот. Табон хожер. Кайбону и хожахтават, абон хсаубону, бадон хсаухшканак суая хамамон хсаушакканат. Я благодарю вас за то, что вы нашли время на наше интервью. И первый вопрос, который я хотела бы задать, могли бы вы из своего понимания расшифровать значение слова «ахдау»? Слово «ахдау», его, вот как, допустим, в каждом языке есть такие слова, которые на русский язык перевести, сделать транслейт очень сложно. Вот в осетинском языке одно из таких слов – это «ахдау». Его перевести невозможно. Его можно просто, может быть, как-то донести, вот, объяснить, что это такое. Ахдау – это комплекс правил, традиций, символов, запретов, разрешений на все случаи жизни осетина. То я даже, может быть, не все сказал. Случайны ли эти запреты и разрешения? Или они имеют какой-то определенный смысл, определенную систему? И с чем это связано, если да? Случайного там, конечно же, ничего нет. Каждый пункт ахдава, каждый пункт, он выстрадан народом, кровью, потом, внесен в этот вот неписьменный вид творчества, будем так говорить. И каждую позицию через, как сейчас говорят, через шишки, через ушибы, вот так вот он туда вносился. Там случайного ничего нету. То есть там расписано все буквально до мелочей. Вот ты выходишь на улицу, как ты должен, куда ты должен сначала посмотреть, когда ты только открываешь калитку дома, не двора, а дома. Вот куда ты должен посмотреть, как ты должен шагнуть, что ты должен сказать тем, кто остается, тем, кто тебя встречает на улице. Потом дальше ты проходишь, открываешь уже калитку двора, то есть уже на улицу выходишь. Как там себя надо повести, налево-направо посмотрел, кого-то если увидел, значит, вот женщина, допустим, вышла, подметает перед домом. Если кто-то идет, она должна остановиться обязательно, не должна подметать, это не принято. Когда кто-то проходит, постоять и подметать. Вот такие моменты, я просто к чему пример приведу, что даже вот это регламентировано, даже вот это. Вот уже сидят, допустим, женщины, да, проходит маленький мальчик, 2-летний, 3-летний, женщины встают, приветствуют в нем будущего мужчину. Точно так же эти мальчики встают, когда мальчики и старики встают, когда идет женщина, какого бы то ни было возраста. Точно так же отдают дань уважения, почтения женщине. То есть поведение внутри семьи, внутри дома, как за столом сидеть, кто должен первый сесть, кому первому положить, кто имеет право сидеть со старшим, кто не имеет права сидеть со старшим, кто должен с правой стороны сидеть, кто должен с левой стороны сидеть. Это все вот там, как бы, еще раз говорю, неписанный свод законов. Почему он не писанный? Он настолько древний? Древний. Это вот сколько существует понятие Алан осетин, вот столько существует и вот это вот понятие ахдау. Вот ему ровно столько лет. Если нам 10 тысяч лет, значит и ему 10 тысяч лет. Если нам 2 года, значит и ему 2 года. Утрирую, конечно же. Вообще, вот если разбираться, вот сидеть, но это для этого 1 часа, 2 часов не хватит, чтобы привести то, о чем там может говориться. Почему не писанный? Значит, я когда-то слышал такую фразу, что если отдавать, допустим, что-то писать человеку, да, если мы с тобой вдвоем не умеем писать, а пишет третий человек, и отдаваться на, как бы, на откуп третьему человеку, то он может в конце концов, неправильно поняв суть того, что надо записать, он может исказить до нельзя это положение. Поэтому передавалось
в силу того, что не все грамотные были, поэтому передавалось из уст в уста. Еще говорили так, что отец сына не обманет, поэтому он ему неправду не скажет. Также мы заметили, что у многих народов Кавказа есть этот неписанный свод. У чеченцев Нохчала, у ингушей Халха-Ездел, у абхазов Апсура, у адыгов Адыга-Хабза, у дагестанцев это намус. У грузинов, говорят, есть тоже намыс как-то вот от этого слова. У осетин Ахдау. Получается, это неписанный свод правил присутствует у кавказцев. Это какой-то свод объединения нас? Ну, в силу того, что если взять так, что сам по себе Кавказ это небольшое, так, по меркам таким, да, небольшое пространство, а жили, это мое понимание, Да-да. в первую очередь, а жили там очень большое количество людей разных национальностей, да? И они, скорее всего, если брать и разбирать, то они практически, я буду так говорить, идентичны. Совершенно идентичны, потому что по-другому в горах жить нельзя было. Это горы диктовали правила, получается? Учили нас? Я думаю, что, наверное, да. Может быть, я не совсем прав. Может быть, я не совсем прав. Но образ жизни в горах и образ жизни на равнине, они же совсем разные, правильно? Совсем разные. То, что мог себе позволить равнинный житель в плане, допустим, еды, в плане передвижения, там еще чего-то, горец себе никогда не мог позволить. Вот я к чему говорю, мы же часто сталкиваемся с тем, что наши вот предки, вот мои личные предки, я знаю вот про моего деда, отца. В горах в основном люди жили за счет скотоводства. Там крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. И от нашей семьи, что знаю, значит, вот делали сыр из коровьего молока. В силу того, что коров держали много, за счет того, что выгула было много, посевных площадей не было. Очень мало. Даже такой есть момент, значит, если землю продавали, то продавали цензом таким вот, допустим, ты земельный участок продаешь, вот сколько на нем может уложиться бычков, вот столько он и стоит даже земельный участок. То есть вот, ну, приблизительно на глаз знали, да, что вот здесь один бык ляжет, здесь второй бык ляжет, третий, четвертый, пятый, десятый. И вот сколько стоят эти бычки, столько стоит земельный участок. Настолько дорого была посевная. Свои мерила. Да, свое мерило было, да. И, значит, вот собирался сыр, который держался в соляном растворе. По-астински это называется хандык, назывался этот хандык, да. И вот он там долго пропитывался солью, а потом его уже складывали, когда он уже напитывался, его высушивали и складывали так. Я помню, мы в детстве еще у бабушки воровали сыр. Такие моменты тоже были. И сыра было много за счет того, что много держали скотины. Вот даже я помню, мой дед, инвалид войны, в возрасте, даже уже совсем в преклонном возрасте, у него было около 6 дойных коров только дойных. Это не считай там баранов, не считай курей, там бычков и прочего. Дойных было 6 коров. Но это говорит о богатстве кавказцев. О трудолюбии. Да. О трудолюбии. И вот собирается сыр, и сыр везли на плоскость. И там меняли на зерно. И вот этим зерном, то есть хлеб оттуда, и скотина питалась там отходами какими-то, там отруби и прочее. Вот, то есть это вот об этом говорит. То есть на площади человек, он себе мог посадить там пшеницу и иметь урожай. Там, и, то есть они жили более в достатке, чем горцы. И вот это обуславливало, видимо, более взаимопонимание, более взаимоуважение, более с одной стороны теплого отношения, а с другой жесткого отношения. То есть, чтобы никогда никто не подумал если ты сверхблагородный, чтобы это за слабость никто не посчитал. То есть такие моменты, даже у нас так говорят, хатракур наипнов, то есть извиниться это не ошибка.
Но чтобы никто не воспринял это как слабость. То есть доброту не принимаем его за слабость. Да. То есть, если я сегодня добрый, в смысле, тебе не пускай значит, это не что- кажется, что я в смысле бессильный там или еще что-то. Это очень правильно, потому что Да. сегодня многие путают. Вот сегодня именно как раз беда в том, что если я культурный, да, вот, у кавказцев это культурное слово как-то не по... Вождан, есть такое понятие в Осетии, вождан. Так и говорят, вожданлаг, то есть человек, который облечен, как сказать, всеми качествами горца, начиная от доброты и кончая мужеством, храбростью. Вот это все было в вождан человеке. Сложно говорить. А еще более сложно говорить по-русски. Понимаю. Тем более сложно говорить по-русски. Многие кавказцы вот часто Да. говорят. Потому что то, что я могу сказать на родном языке, Да. осетинском, да, я никогда не смогу повторить на русском Не языке. все переводится на Да, русский. невозможно точно. переводить. Да. И тот колорит, который на родном языке, вот с каким колоритом это поймет меня мой соплеменник, вот половину, я смотрю, не уловишь того, Я скорее понимаю, всего, да. да. И точно так же будет про абхазский Да. язык, я то же самое могу сказать. Абхазский Вот. метафорический, а осетинский какой? Метафорически. Это что? Метафорически образный. У нас Мы то же самое хватает разговариваем, этого. да? Очень, да, вот то же самое хватает. А отличаются кавказцы, несущие в себе ахдау и другие кавказские адаты, от кавказца, который его утерял? И если да, то в чем самая яркая вот эта трагическая потеря? В чем она проявляется? Что вы Проявляется, замечали? вот смотрите, вот я сейчас вам скажу, Вождан Зинар, когда потерялась, стыда нету, совесть. Вот совесть, знаете, как по-осетински будет? Сашком. Сашком это дословный перевод лицо. Потерял лицо. А зашком это называется безликий. Тот, у кого нет совести, тот безликий, Безликий. не имеющий лица. Да, не имеющий лица. Это философское. А, было. вот понимаете как? Вот, вот совесть и безликий человек. Опять же, безликий того колорита, который я сказал, допустим, а зашком он не передает. Он не передает. Зашком это вот просто зашком, это вот просто что-то вот. Чем это грозит для кавказцев? Как? Чем грозит потеря ахдау для осетина и адатов для кавказцев? Что? Потеря идентичности. Мы превратимся. Я очень негативно отношусь к Европе. Очень негативно отношусь. Я не хочу, чтобы мы были европеизированы. Мы и так европеизированы уже на сегодняшний день. Да нельзя. Потому что нету в них, нету и не было никогда в Европе этого ахдава не было, никакого эздела там не было, никакой абсвары там не было в Европе. Это вот бриллианты каждого народа нашего, они никогда Европа нас не поймет, что это такое. Они поэтому приезжают и вот с такими глазами смотрят, как это так, что это вот так. То, что видят, когда нас, как мы, если мы правильно общаемся, они бывают просто в шоке от наших отношений. Вы же имеете в виду не то, что хороший, плохой человек, а вот эта этичность вложенная. Конечно, конечно. Хороший, плохой, и у нас своих тоже плохих хватает, правильно? Да. У нас своих плохих хватает. А вы обращали внимание, естественно, конечно, я думаю, обращали, что даже в описаниях многих европейских путешественников говорилось о том, ну возьмем убыхов, сейчас как нейтральный народ, исчезнувший на Кавказе, к сожалению, великая трагедия Кавказа, они описывали убыхов как интеллигентнейших людей, крестьяне, то есть у нас не было слова крестьяне, землепашцы, работающие землей, спали на шелковых подушках, как они себя вели. Они были шокированы, ведь у них это даже во дворцах не всегда самые высокопоставленные обладали таким поведением этикета. Возможно ли это, что какие-то знания некогда кавказской цивилизации были нам присущи? Те, которые, возможно, в какие-то страны пришли позже и, может, даже до конца не пришли. И насколько трагично это потерять? Получается, ведь у нас какая-то степень ответственности, у нас эти знания были. Можем ли мы так легко от них отказаться?
Ну, во-первых, мы будем очень неправы перед нашими младшими, которые вот нарождаются, да, если мы им не оставим то, что мы, хотя бы то, что мы получили сами от своих старших, да, даже ради только вот этого одного нельзя их потерять. Даже ради вот этого одного только, что ты ответственен перед младшим поколением своим, и ты должен это им передать по крупицам, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы он вырос настоящим кавказцем, настоящим осетином или настоящим абхазом и так далее, и так далее. Один из таких моментов, да, вот проявлением наших традиционных моментов, это вот когда семья живет, не семья, а клан. Правильно я говорю уже, да? Клан. То есть, когда там старший, вот просто пример такой приведу. Вот мы сегодня в моем доме, нас 4 поколения живет. Вот мой отец. Сколько ему лет, скажите, пожалуйста? 96 отцу. Потом я, потом мой младший, Вафар Мбиров, и младший моего младшего. И вот нас в доме 9 человек. Как бы по старым понятиям немного. По сегодняшним понятиям нормально. И вот сейчас часто встает этот вопрос, жить отдельно или вместе со старшими. Отдельно это как раз вот потеря вот этих вот, как сказать, межпоколенческих связей, да, вот этих родовые связи. Это называется вот то, к чему стремится сегодня вот этот наш негативный коллективный Запад, чтобы мы потеряли вот эти вот связи между старшими, между младшими. Чтобы цепочка это порвалась. Цепочка порвалась, да. И когда вот сегодня уже проявление этого есть, когда молодежь, опять же, сейчас кто-то скажет, что я какой-то ретроград и прочее, прочее. Нет, я просто за хорошие и правильные отношения. То есть... Да, этикет в одежде, этикет во всем, в поведении. Во всем. А можно что-то я скажу? Да, конечно. Как вы считаете, при отсутствии Ахдау жить младшим со старшими очень сложно, а при его присутствии легко? Ну, не то чтобы легко, но возможно, совсем по-другому все. То есть... Гармонично воспитывается младший тогда. Понимаете, как бы вообще скажу так, что вне Ахдау жить очень легко. Да. И когда вот сейчас слышишь, надо жить для себя, это чушь и бред. Никогда кавказец не жил для себя. И весь смысл его жизни был в том, чтобы... Почему вот не страшно умирать? Вот я сейчас за себя говорю конкретно. Да? Потому что за собой я чувствую, что я оставляю след. Вот я и хотела, чтобы вы доводы пользы привели. Почему для себя не нужно жить? Вот... Ну, я, может быть, еще раз говорю, может быть, какие-то есть экономические обоснования, это, какие-то философские обоснования, это, да, я не знаю. Я просто сейчас, я вам говорю так, да, вот мои младшие, да, я даже не представляю, как я раньше без них обходился, понимаете? У меня у дочки тоже пацаны, у меня еще у девочки пацан, то есть у меня 9 внуков. 7 пацанов и 2 девочки. И вот, как сказать, то есть я сейчас чувствую надобность себя в том, вот когда мне отец тоже иногда говорит, я уже устал, уже умереть, я говорю, ты так не говори, ты нужен своим младшим, потому что то, что ты знаешь, я еще этого не знаю. И ты должен это им донести пока, а потом уже дальше Всевышний разберется, когда уходить и когда нет. И вот и сейчас тоже я то, что знаю, хочу передать своим детям. Я их своими детьми называю, по-другому никак. Сейчас будет как бы... Вот каждому из них я уже приобрел, пацаны же, у них у каждого есть свой кинжал.
причем именной, подписанный. Объясняю им, что кинжал это не ножик, которым ты картошку почистил, там мясо отрезал. Нет. Кинжал, к сожалению, есть такие фразы, да, когда, говорит, на Кавказе перестали носить кинжалы, тогда, говорит, выросли, говорит, длинные языки. Вот. И еще также говорю, может быть, это слишком будет кардинально сказано так. Кровная месть, она очень дисциплинировала людей на Кавказе. Хотя тоже были, конечно, и обреки были, и все было. Но вот какой сейчас, как себя неправильно ведут иногда мужчины, как себя неправильно иногда ведут женщины, ну это просто ни в какие рамки. Ну нельзя там кавказцам так себя вести, нельзя, не имеем мы права. Мы совсем другой народ. В каком плане? У нас другая ментальность, у нас другая область ареал проживания, будем так говорить. Вот. Когда вот смотришь фильмы, которые, ну, правдивые фильмы, которые снимались о горцах, вот он так и называется, может быть, смотрели вы фильм «Хохаг» Остинский, смотрели? Да. А «Кровник»? Нет? «Кровник» нет. А вот еще один фильм, сейчас я не вспомню, когда убегал один и забежал к кому-то домой. У нас есть даже эта легенда. Вот, да. Вот по этой легенде снят фильм, знаете? Мы смотрели короткометражный. Да. Ну вот даже вот на эти фильмы посмотреть, какое благородство. Это абхазо-остинская история. Мы себя лишаем чего-то очень важного, отказываясь от Ахдау, Апсуара. Конечно. Силы какой-то. Ахдау придает человеку силы, моральной, физической, мужества. Человек, который... Вот Ахдау для любого мужчины и женщины это огромный тыл. Огромный тыл, потому что все люди, которые живут в Ахдау, это все твое войско. И ты в любой момент знаешь, что за тобой кто-то есть, и ты один не останешься. Ни ты, ни твое потомство потом не останется. Вот мы же помним прекрасно, да, как я сам себя помню, наш двоюродных братьев было, братьев-сестер, 19 было, да, 19. И мы когда собирали у бабушки, бабушка никогда бы не сказала, ох, сколько вас там туда-сюда. Она говорила, знаете как, вот, самое было такое ругательство, она говорила, «Фалдарох салфаканет», дай Бог, чтобы вас больше стало. Вот это было самое ее такое, видимо, Ахдау не позволял по-другому сказать. Не позволял Ахдау по-другому сказать. И так и говорили они. Но еще раз говорю, да, мы когда там собирались на субботу, воскресенье, я вот сейчас, когда мои 4 мальчиков, к ним приходит еще дочки не 2, 6, да, там бывает такой разнос в доме. А тут нас было 19. Ну, пускай не все 19, но 11-12 точно нас бывало. Вот. И мы разношерстные все, разновозрастные. Кто-то в футбол играет, кто-то там с куклами играет, девочки, кто-то гвоздь забивает, кто-то топором рубит, кто-то еще что-то, И бабушка, главное, находила каждому свой подход. Каждому. Кому-то конфету даст, кому-то там 10 копеек даст нам на пирожок, кому-то еще что-то. Но любили мы ее безумно. Безумно любили. Это я сейчас про мамину маму рассказываю. Про отца, там они в горах жили, эти жили здесь в городе, равнинные. Вот чем и отличается. В горах там более дед, тот, который в горах жил, Шабан его звали, а этого Хатаг, который здесь жил, это мамин отец. И Шабан был такой, ну и они оба были суровые. Просто какой пример, когда, допустим, вот скотина себя неправильно чувствовала, вот даже скотина его жестко чувствовала. Вот когда ему скажешь, там бабка выходила и говорила, а вот скотина опять там себя не дает подоить себя. Он просто заходил вот в хлев, все животные успокаивались, как будто бы он их гипнотизировал.
Сегодня, вот вы на своем примере говорите, что это возможно, но вот могут ли осетины в сегодняшних реалиях при глобализации, при современных правилах этого мира не в ущерб себе, а только в плюс соблюдать Ахдау? Однозначно можно. Однозначно можно. Вот, однозначно можно. Какое место в эпицентре Ахдау занимает Бог? Я думаю, что центральное место. Могли бы более развернуто рассказать нам? Ну вот смотрите, просто даже к тому, что вот даже дни недели у нас, да, каждый день недели, он как бы связан с Всевышним, со всеми нашими святыми, так сказать. Я слово святой, мне вот это слово как-то не люблю. По-астински могу сказать, жаттама дуакта, да? То есть понедельник это Васила, Тутр это его день, вторник это Ваштерджи, среда это Банат Хисау. То есть даже вот дни недели расписаны на каждого небожителя, будем так говорить. А воскресенье это называется Хусаубон, день Бога, Божий день. Все свадьбы всегда были в воскресенье. Всегда были в воскресенье, в Божий день. Любое какое-то начинание всегда начиналось с коллективной молитвы Всевышнему. Любое. Любой какой-то, допустим, вот пошел охотник на охоту и вот пришел с добычей. Тоже делается 3 пирога и коллективно молятся за то, что Всевышний не спаслал сегодня и на несколько дней еды, мяса. И также дальше, вот в любом... Родился ребенок, коллективная молитва обязательно. Упал ты, я грубо говорю, да, упал ты и ничего не поломал. Тоже молятся, тоже молимся Всевышнему, коллективно молимся. Вот. Не надо путать с, как кто-то может сказать, что выпиваем. Сейчас, может быть, да. Но тогда это было именно коллективная молитва. И когда кто-то говорит, что всю жизнь у нас был такой слабоалкогольный напиток, арака называется, я всегда говорю, у нас пшеницы не было. Из чего гнали там? Из пшеницы, я замечаю, из кукурузы. Да? У нас пшеницы на хлеба не было. Мы его ездили, меняли сыр на пшеницу. И этот горец должен был потом из этого зерна сделать себе араку там что-то. Максимум делали пиво для коллективной молитвы. Астинское пиво. По-другому он называется квас вообще-то. Так почему-то назвали его астинским пивом. В Абхазии тоже говорят, что выпивают. А вот абхазы-махаджиры говорят, что нет, не так это было. То есть риск того, что на наши неписанные правила может быть налет, да? Какая-то видоизмененная. И как хорошо различить семена от плев? Вот это сложно, просто, да? Это крамола будет сейчас, если я буду говорить, это будет крамола. Хорошо, как по-другому сформулирую? Как отличить, где Ахдау настоящая, а где человек нанес от себя какую-то традицию, которая даже, может быть, и не свойственна осетину, просто она в период советский там пришла. Она видна. Она видна? Она видна, конечно. В ней есть божественное или нет? Ну, то есть, как есть же какие-то, как вот она смотрите, видна? вот просто грубо, да, вот, допустим, вот свадьба, допустим, да, вот идет астинская свадьба. И идет впереди женщина и сахар сыпет. Угу. Откуда это? Вот она будет говорить Ахдау. А как Какой это Ахдау? А как вы скажете? Где сахар? Откуда сахар? Вы просто представьте себе в горах и сахар. Откуда? Да. И так дальше, другие моменты тоже. С тем же, с этой же аракой, там, этим напитком. Откуда в таком количестве? Хорошо, а если просто сложнее? Его в свое время завезли, да, его когда наши же предки кругом воевали, там тот позвал, грубо говоря, там тот же самый грузинский царь
позвал аланских этих воинов воевать за Грузию. Конечно, они поехали, там повоевали туда-сюда, как обычно, допустим, выиграли, что там предлагают в Грузии? И традиции вино. привезли. Да, и привезли, им понравилось там вино. Он его сюда привез. Здесь тоже они попили, тоже понравилось, естественно, понравилось. И потом это постепенно прижилось. И кто-то говорит, что да, веками мы пили. Когда мы пили веками? Согласна. Ну. И также в остальных каких-то тоже можно найти то, что пришло откуда-то. Можно ли в Ахдау в правилах просмотреть Бога, след Всевышнего, его присутствие в этом правиле? Везде, в каждом шаге. В каждом шаге. Вот какой бы пример мы сейчас не взяли, все равно там будет присутствовать Всевышний. Все равно там будет присутствовать Всевышний. Вот момент еще я упустил до этого, что значит, вот, допустим, когда вот семья живет кланом. И чем это полезно для младшего подрастающего поколения. Вот у вас, допустим, вот ты девушка, да, и вот ты умеешь делать мамалыгу? Да. Умеешь. Ты его где научилась? В книжке почитала? Нет, мама показала. А маме кто? Или Её мама, или мама. бабушка, правильно? Да. Вот оно и есть связь поколений. Как только одно звено вылетает, Все. все. У свекрови или у тещи, у свекра, ну и так далее, есть ли тоже определенные правила по отношению к новым пришедшим в их семью конечно, людям? Конечно. То есть нарушение этого правила тоже дисбаланс. Конечно. Ну вот опять мы возвращаемся к тому, что без Ахдау сложно семье большой жить, а с Ахдау есть правила. Они, вот я же говорю, они не писанные, они просто впитаны в нас. Вот они в каждом они должны сидеть, обязательно должны сидеть. Но если ты, допустим, конечно, родился и тебя сразу куда-то увезли, и ты там среди, допустим, вот французов жил, то, конечно, там что-то стерлось. Но потом по возвращению он все равно гены свою скажет, кровь свою вот старшие у скажет. нас тоже говорят так. Они говорят, надо сделать так, чтобы кровь заговорила. Не просто же так говорить, значит, Конечно, она нет. может заговорить. Конечно, нет. Да даже просто там, вот сейчас вот взять так, да, человек, вот, который, допустим, те же абхазы или астины, которые уехали в Америку когда-то там или еще что-то, или еще что-то, они все равно отличаются от других людей, от местных. Они все равно отличаются. Чуть-чуть надо, и спичка вообще может воспламениться. Или так, да, или гостеприимство. Все равно что-то наше родное там все равно взыграет. Почему так гость священен для кавказца? Важек, сауважек, так говорят у нас в Астине. Гость – это гость от Бога. Это Бог послал тебе гостя, тебя проверит. Тебя проверит, насколько ты правильно знаешь Рудол. Подходя уже к завершению, хотела бы спросить, сегодня, ну это не сегодня, последние 150 лет, возникают вспышки различных конфронтаций на Кавказе. Чем чаще они возникают, тем в целостности Кавказ слабеет. И все-таки он какой-то единый, нерушимый, пусть даже невидимыми нитями, но он связанный. Как бы мы ни хотели, некоторые из нас этого не признавать. Как можно преодолеть? Можно я еще кое-что скажу? Я была в Иордании, недавно приехала, там кавказцы другие. Они друг за друга держатся и занимают высшие эшелоны власти. Что это значит? Это значит, что они могут все больше и больше реализовывать свой потенциал. Я была рада за них очень-очень. И мне было больно, что дома у нас не так. Как сегодня нам преодолеть вот ради себя в первую очередь все вот эти сложные исторические моменты, которые зачастую были созданы искусственно? Не зачастую, а всегда они так создаются искусственно. Я такой пример приведу.
вот если поковыряться, да, в истории Астино-Ингушского конфликта, то это искусственно созданный конфликт. Искусственно созданный конфликт. Тогда я, скорее всего, думаю так, что все мы были сплочены против царской власти. Против царской власти. Против несправедливости царской власти. Потом, чтобы затянуть, как бы уздечки накинуть на каждого, придумали вот что-то вот такое. Когда мы потеряли себя, почему сегодня мы не можем соблюдать наши адаты? Ведь это конфликт можно решить благодаря старейшинам быстро. А я так думаю, что он и сегодня еще поджигается потихонечку. Даже между братскими, совсем близкими, самыми близкими народами на Кавказе он искусственно. Да. Что хорошо вы бы посоветовали нам всем, особенно молодому поколению, которое смотрит нас? Ну, Ахдау однозначно. У каждого свой, да? Вот у вас Апсуара, да? У нас Ахдау, у Ингушей Эсдел, Адега Хабза. Вот, да. Вот это обязательно не должно пропасть. Если мы этому будем следовать, у нас есть шансы выжить в этом огромном глобалистическом? Именно только вот тогда. Именно вот только вот тогда. Иначе нас вот эти вот глобалисты, либералы всякие, и всякая эта прочая нечисть, она нас просто превратит в пыль, песок и пыль. Как по-осетински попрощаться правильно? Ну, там тоже много разных вариантов, да? Ну, чтобы пожелание было. Ну, харжбон. Харжбон. Ну, вот дабон хорж – это при встрече. А ты уходишь и говоришь харжбон лаканат. Дай Бог, чтобы у вас всегда день ваш был хороший. Вот, ну, это утрированный перевод, опять же. То есть весь колорит не передается совершенно. Я благодарю вас. Харжбон лакаран. Табу. Бужник, юмаяга. Отвечаю спасибо взаимно. Вот Бужник, юмаяга. Спасибо.